Что у нас не телевидение? У нас сегодня подкаст, как Рыскул Мендос айтады. Мы многонациональная страна, многоконфессиональная, поэтому мы говорим «Ассаламу алейкум» или «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух» или «Привет всем» или «Салем» или «Доброго вечера всем». «Доброго времени суток». Вот такое есть еще фирменное слово. Что там, жігіттер, қалайсыңдар? Аллаға шүкір. Тема ғой, тема, да, вот. На самом деле у нас сегодня подкаст на платформе Казах Travel, компания Казах Travel, наверное, все вы об этой компании слышали. Эта компания очень много мусульман, так сказать, ой, осуществили мечту многим мусульманам. Вот. И сейчас, в данный момент, мы тоже вот сидим с братьями, с друзьями и хотим поднять такие, знаете, актуальные, возможно, темы. У нас сегодня открытый микрофон, и сегодня у нас в гостях мой друг, мой брат. Это в первую очередь. Ну, а также очень талантливейший на сегодняшний день актер, в прошлом КВНщик, Да завязывай, актер, КВНчик я. актер театра и кино. Кстати, с режиссурой у него тоже хорошо. Сценарий вот так вот замечательно пишет. Сейчас, У него да. есть такие проекты, как «Донор». Это вот в масштабе кинематографа, полного художественного метра. Фильм «Донор». Второй фильм какой? Кшықуда. «Күшік-құда». Мә, көрмесеңдер, көріңіздер. Щас. Ну и, конечно же, он обаятельный, замечательный, Ты что-то красивый, перехвалил меня. звезда Инстаграма. Ну и, конечно же, Инстаграм-странички Mobile Republic. Реклама Сейчас я, кстати, специально одел вот этот контент-мейкер. Контент-мейкер. Да, да, Сейчас да, да, это... да. Это Рыскул Хонахбаев сегодня вместе с нами. Рахмет, шақырғандарыңызға, очень приятно мне здесь быть. Если честно, я даже не знаю, что я тут делаю вообще, для чего я тут, да, насколько вы не ошиблись с выбором гостя. Все так говорят, когда приходят на подкаст или там, да, на программу, на выпуск. Вообще сегодня у нас открытый микрофон, поэтому мы сегодня поговорим, наверное, ой, и о взлетах, наверное, и о падениях, да, вот, об успехах, об каких-то испытаниях жизненных. Пусть это будет в профессиональном, пусть это будет где-то, возможно, кусочками за школьной парты. Ну и, конечно же, мы поговорим о великом путешествии, о котором, наверное, ну, каждый правоверный мусульманин мечтает. Это хадж. Мгм. Ну или хотя бы начать с умры. Умрада болдың ба? Болдым, я, Аллаға шүкір. Я, И каждый еще вот так же спрашивает, неше рет? Или неше рет. қанша рет? Пока что бред, но очень сильно скучаю, потому что это то место, где вот ты, ну, словами не объяснить, ты... Я вот бывал, да, в других странах, там, типа, все классно, там, здания, природы, там, кухня и так далее, да. А там, в принципе, если взять так Саудовскую Аравию, она там э, не такая уж и красивая, да, былай қарасаң, там, пустыни, тастар, да. Но когда ты туда, Тропический климат, да. ну, типа, если как турист ехать туда, ну, не по кайфу особо, былай, да, там. А так, как паломник, когда ты туда едешь, вот в Медине, мы сначала были в Медине 4 дня, а потом в Мекке, и вот душа твоя, она такая, Кайфует, да? да, она спокойна, она, вот я не знаю, как это объяснить. Вот ты просто там действительно чувствуешь умиротворение, кайфуешь, и так спокойно на душе, прям я безграничное, максимальное удовольствие там получил. И знаете, что интересно? Я бы хотел рассказать вообще, как я туда попал. Вот, это Мгм. ключевое будет. Как раз таки ты с Я, языка снял у меня. я туда попал, я поехал абсолютно бесплатно. Мгм. Вообще, короче, то Ни есть копейки не платил? ни копейки. Знаешь, как что было? Есть такой намаз, тахаджуд, да, Мгм. ночной намаз, Мгм. и за него там многие говорят, что вот если ты э, хочешь чего-то, и Мгм. если ты не вставал на тахаджуд, ты, значит, ничего не делал деген сондай Ну, бар. ты не так Да, сильно хочешь. да, ты типа этого не хочешь. И это меня как-то в голову зашло. Я старался вот года 3-4 назад постоянно вставать на тахаджуд. И у меня там свои топовые молитвы были, что Мгм. я хочу. И один из топов — это поездка в священные Мгм. места. А, получается, ставлю будильник, там это примерно в то время, не знаю, 4 утра вот так. То есть я просыпаюсь,
и навс давит меня, мне спать хочется Мгм. сильно. Я такой ставлю будильник на тангнамаз, и типа, ладно, короче, тангнамаз это же фарт, и я тангнамаз совершу, ложусь, короче, лежу, и такой про себя, ну, по воле Всевышнего эта мысль пришла, что, блин, ты что, дурак, что ли? У тебя такая Мгм. возможность сейчас спросить все, что ты хочешь, а ты тут, короче, лег спать. Я встаю, совершаю, и там у меня вот прям умра, срайм. В тот же день мне звонит один мой хороший друг, говорит, брат, поехали, есть желание в баню, короче, поехали в баню. Я говорю, все, давай, короче. Он вечером меня забирает, и мы с ним едем в машине. И он начинает оттуда, сдалека, короче, типа Мгм. там у всех есть мечта, что ослай, 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 короче, и такой в какой-то момент. Вот как думаешь, если я исполню чью-то мечту, то Всевышний исполнит мою мечту? Я говорю, ну, брат, конечно, типа, как бы Всевышний, он щедрый, он исполняет любые мечты все. И он мне такой говорит, типа, я вот хочу тебе подарить поездку на Умру. Машаллах. И я такой, короче, вот сижу в машине, и там такой, знаешь, шок у меня. Я анда көңілім босап кетті, короче. И мына жаққа қарап, чуть-чуть осылай жасып төгіп, чуть-чуть жылап алдым, короче. Хм. Я говорю, типа, брат, зачем, типа? Он говорит, нет, я вот хочу это сделать. И он, кстати, мне сказал, типа, максимально мощный пакет выбери. Прям Мгм. максимально кайфово баркеш тебе, да? И типа не парься, что у тебя здесь, короче, там. Вот это тебе вот за умру, это тебе еще сверху, чтобы ты там, короче, ходил Мгм. красиво. Типа. Слушай, хороший друг. С И чё, познакомь нас? ба и нет, в чем прикол, да, то, что я, ну, по воле Всевышнего утром там на тахаджуте я, как бы по воле Всевышнего, да, Мгм. встал, совершил, и уже вечером ответка вот В сразу, тот же короче, день, да. да? То есть вообще, брат, вообще 0 копеек. Еще чё круто, я там, когда искал, мне сказали: "Классно, когда ты рядом, с Каабой". Мгм. А я смотрел, короче, көп, travel-компания, ладно. И бір компания, не буду называть название, здесь нельзя же назвать название других этих компаний, да. И там вот 100 метров, короче. То есть под часами в этом Замзам Мгм. Пульман. Сус Тауэр, да? Нет? Другой? Ну, вот часы где? Я А, прям под все, часами был, короче. классно. Брат, прикинь, то есть там под часами был. А там такие чудеса происходили. Там действительно, я не помню кто, но кто-то сказал, что типа это то место, где лучше, чем везде ловит Wi-Fi, короче. Ну, Мгм. принимается Прямой монета. коннект, да? Да. То есть я сижу у Кабы, короче, и там же этот, типа идти далеко же туда-сюда. Я такой, блин, что-то кушать захотелось. Я вот такой, только встаю и такой, хаджи, хаджи, короче, так. Там Классно. финики, короче, там что-то сразу воруй. Пить хочешь, сразу тебе буквально, короче. Некоторые дура совершаешь, и уже там с Мгм. Казахстана фидбэк, типа, Мгм. прикинь, уже, короче. То есть, У меня тоже вот интересная история тоже хотелось бы рассказать. Вот недавно тоже слетал в Умру. И я машаллах. тоже вот недавно пришел к пятикратному. Впервые был, да? Впервые, да. Машаллах, И машаллах. я такой напль намаз совершаю. Ага, И какой-то день тоже делаю тахаджуд ага. перед утренним намазом. И буквально там неделя проходит, и мне звонят, типа, Казах Travel ищет там ведущих амбассадоров для компании. Говорит, сними видео, просто отправь. И я только на следующее утро встал, снял видео, отправил, и говорит, приглашаем вас. Прихожу, общаюсь, и они говорят, там, нам понравилась ваша подача, там, молодежно, креативно, давайте с вами работать. И я такой, договорились на 15 роликов буквально. М, Я такой, думаю, а что снимать-то в Казахстане? Я говорю, нужен контент, нужно туда ехать, короче. И такой руководитель сидит, говорит, ближайшая дата когда? Там, говорит, 12 августа, а я там 8 числа пришел. И так, 4 дня до да. захода. И самое интересное, знаете, что, когда я совершал намаз, я говорю Всевышнему, что-то, говорю, со мной не так. Что-то я ниет свой замечаю. Почему я так подумал, почему я так посмотрел. Ну, М, я замечаю что-то. Не прям, как сказать, не прям плохое, но что-то Не то, щикелек да, пар. короче. Что-то не то. Для Ага, масштабирования, для чего-то она мешает. ага. И я Всевышнему говорю, Всевышний, очисти, говорю, меня, приблизь меня к себе. Я говорю, сам не справлюсь. Типа, дай мне возможность стать ближе к тебе. И вот тебе сразу получилось. Машаллах. Типа, делаешь намерение, делаешь аракат, и сразу тебе вот такие подарки прилетают. И еще классно вот это осознавать, да? То, что, ну, это от Всевышнего, а то у нас в основном как? Типа, ну, типа, это я сам, короче, я там Да. двигаюсь, короче, я там мутю что-то там, я и так далее. Ну, Там, часто те, кто, да, я сам двигаюсь, да, у меня, ну, а у них вот не получается улететь.
Кстати, да, я много историй слышал, что Да. Это только по типа, приглашению Всевышнего мы что попадаем. даже очень-очень такие богатые люди, они, Много. типа билеты все покупают, все у них есть и так далее, но в какой-то момент там где-то типа их там обратно, короче, они возвращаются по каким-то причинам, короче, то А есть у меня типа, вот в прошлом году такое было. Я, короче, деньги плачу, там 50% оплатил, и у меня не получилось по каким-то обстоятельствам. Я не помню, что, но в прошлом году у меня не получилось. то есть А это, в ну, этом году во реально. время Рамадана я начал очищаться там, от всего харамного отказался, такой думаю, я должен прийти к этому. И вообще волшебство. Еще, да, так просто так, да, было хорошо, Да. да, бесплатно вышел. Круто. И что, ты то, что дуа там делал, да, ну это же на самом деле состояние, атмосфера человека, она не здешняя, не так, как здесь, или вот вообще в других странах, да, ты поехал там с туристической целью, там же вот у тебя такое духовная насыщенность, наполненность появляется. Ты обходишь Каабу, бываешь в исторических местах, там, где ступала нога пророка, Мгм. алейхиссалям. И вот дуа делаешь сильно. Ну, тахаджуды встаешь, да, Да, мольба. практически так. Потом что, когда сюда прилетел, чекнул все. Да, у меня... Я, по-моему, мне кажется, вот ты э, до умры у тебя ты- благосостояние даже было, знаешь, иначе, другое. Как ты на умру Ну, слетал, что-то у тебя, знаешь, вот все в гору. Аллах А? шукур, да, то есть Такой трамплин был, плацдарм, это, да, в лед. ну, реально много чего поменяло, да. То есть дугалар, которые сразу буквально, есть что-то там через год, и, ну, есть еще что еще не исполнилось, но я максимально верю, что оно Мгм. исполнится, просто пока еще не время. Потому что мне очень сильно нравится аят кун фаякун. Мгм. Всевышнему Будь, и оно достаточно станет. сказать «будь», и оно будет. То есть любая, да, вещь там. И вот это, когда оно зашло мне вот в сердце, в разум, когда я понял, я такой, так, и то, что молитва — это наше оружие, мусульман, да. Мгм. Ну все, сейчас мы стараемся, то есть не сейчас, уже какое-то время, буквально каждой вещи там делать дуга. Условно там, сейчас, к примеру, приведу, в кафе приходишь, там заказываешь, и ты не знаешь, это кафешка, ты не ел там плов, но ты Всевышнего просишь: "О Всевышний, пусть это очень вкусный Вкусно, плов да. будет, короче". То есть даже до таких мелочей, да, много вещей. Допустим, вообще как, я сам был в творчестве, ну и сейчас в творчестве. Хадис же есть, просите, до шнурков обуви. Вот это второе, вот этот хадис тоже сильно залетел, короче, типа, блин, значит, мы-то должны прям буквально все спрашивать, да? Да, И вообще, как Mobile Republic открылся? Можно расскажу, да, тоже? конечно. Мгм. Получается, как я мы Ребята, это не реклама, не Э, реклама. это совсем не реклама, Это да, это просто мы больше. вот, да, говорим о успехах сейчас. Получается, ты тоже был, да, у нас, помнишь, Хурултаи были? У нас были Хурултаи, то есть пацаны организовывали, и там был, допустим, ставили вопрос, Акжол, фонд, это ДЦП, центр, Мгм. туда нужен автобус, короче. И Мгм. собирались со всего Казахстана бизнесмены, творческие люди и так далее. И там аукцион был благотворительный, Мгм. получается. Там продавали асаруме, худи, толстовки, еще что-то, еще что-то. И мы сидим, нас где-то, ну, 50-70 человек, Мгм. короче, и там вот толстовка Асаруме, стартовая цена там 100 тысяч тенге. Раз там кто-то там 300, 600, 700, миллион, 1,5 миллиона, короче. И 98% все, кто покупал, это были бизнесмены. Это и Зенды. покупаешь, и благое дело. Там Э, часть же туда же Ну, уходит на все на благотворительность. Все, Все. благотворительность, да. все, Все на Васян. благотворительность. Мгм. И нет, суть в том, то, что это были бизнесмены. Мгм. И типа я хочу купить, короче, но у меня нет возможности. Я такой сижу, короче. И потом начал просить у Всевышнего, что дай мне этот кәсіп бастайыншы, Мгм. бизнес бастайыншы. Бір адал бизнес, жақсы партнермен бастайыншы. И полгода просил. То есть в молитве же надо максимально быть уверенным, что это исполнится, Мгм. и не прекращать надо, Мгм. постоянно. Типа Мгм. вот ты Мгм. там месяц попросил, и не происходит, ты такой, хочешь что-то, нет, пить, короче. Ты должен быть постоянным. И через полгода мне приходит мой партнер, мой друг, мы с ним с 16 года общаемся, он говорит, Мгм. давай этот замутим вместе, короче, Машаллах. бизнес. И Интересно. мы там в 21 году начали Куран-лампы продавали, потом джайнамазы, потом финики, короче. Мгм. И потом вот Mobile Republic, сейчас Аллаха шкур, ну, я думаю, многие контент-мейкеры знают, что за тема. Да, я вот смотрел ваши контенты, вообще топчик. И, кстати, Классно. контенты тоже. Мы типа идеи не приходят, мы что Мгм. делаем? Вот так, короче, все. И сразу, да, в Мы голову просим, приходит. да, вот просим. Потому что понимаем, ну, я сейчас по Аллаха шкур, то, что это все, ну, не мы.
Не мы управляем, типа, это не я вот так сижу крутой там вот. Если қазір алла тағала, допустим, құдай сақтасын, денсаулықтан айыра ма, вот мы ничего не сможем сделать, никакой крутой врач и так далее. Потом насчет дуа есть такой лайфхак, сам недавно осознал. Мгм, Многие мы головой просим, типа, голова мне мгм, нужно это, но сердце, разум, твоя душа в это не верит. А когда ты вот пророка, вот я, ну, не могу точно сказать, да, то, что мне көп адамдар айтады ғой, у кого есть религиозные знания, они основываются на суру либо аят. Я не могу сказать, но я от своего, как я понял, мгм, когда ты просишь, ты должен верить это мгм. всей душой и мысленно, там, я не знаю, закрываешь глаза, и как будто тебе дано. И она вот сразу исполняется. А когда ты такой думаешь, вот у кого-то что-то увидел, либо что-то хочешь, там, типа, $1 хочу. У тебя голова говорит, но здесь в это ты не веришь, есть страх, есть сомнение, что у тебя не будет $1. То же самое, там, что-то хочешь, и сразу прилетает, короче. Вот классно вот это, что это, ну, понимать и осознавать это. Да, на самом деле. Очень круто. И, кстати, насчет поездки очень важно, когда ты едешь в первый раз, важен гид. Да. Какой у тебя гид? Это прям... Я... Аллаху шүкір, у нас был очень мощный гид. Ерік аға. Прям вообще, я очень сильно его люблю. Он настолько, короче, то есть, условно, сейчас там разные же люди бывают. Ты приходишь такой, типа, а чё, почему так? Типа, чё еда такая и так далее. Говорит, сендер бұл жерге демалуға келген жоқсыңдар. Мгм. Сендер бұл жерге құлшылық жасауға келдіңдер. Напоминает. Да, и ты сразу приходишь в себя, короче. И там, когда в Медине Ухудқа барған кезде, он начал рассказывать вообще про Ухуд. Мгм. Вообще, как здесь Халид ибн Валид, да, вот по эту историю, он как будто вот там сам двигался, короче, и вот рассказывает. Мына жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылай бүйткен кезде, ана жақта 70 садақшы отырған кезде, он сказал им, чтобы ни в коем случае, они спустились из-за Дуни, и он вот это все рассказывает, и у тебя вот в 3D формате все это, короче, Перед было прям глазами, да, четко, да. залетает? И это, оно, знаешь, как очень сильно вот заходит, вот когда гид у тебя такой. Видели гидов, которые типа, вот тебе, короче, мечеть пророка, вот туда зайдешь, там вот так тебе, и все, Мгм. типа. А там с историей, с А погружением, да? там, да, максимально, то есть ты, вот я готовился, к сожалению, я, кстати, не нашел ни одного вообще контента, видео про то, что как это пошагово сделать визуально. Мгм. Потом мен, короче, сол жақта бір ниетім болды, чтобы пользу какую-то сделать. Я прям показал, короче. Постарался показать, видео снял. Типа алгоритм. Да, прям изначально, как Ага. вот ихрам, что такое ихрам, потом миқат, так все, там, таваф максимально. Шашқа дейін түсіріп неттім, да. И сол кезде білген жоқпын, и ты там ходишь, ты не знаешь, что, допустим, я не знал, что после каждого намаза, там, джаназа, да, Мгм. джаназа и там хором, я не знал. То есть Мгм. я на третий день только узнал, что это там джаназа, а на второй день. И то, что там рядом есть вот Джанат аль-Баки, Зира, да, могила, где 10 тысяч сахаб похоронены. И то, Мгм. что ты там в Медине сауаба 10 тысяч раз, да? Да. А ты там, если сен джаназада боласың, еще ты там участвуешь, как две горы Ухуда у тебя, да, там сауаб. Еще это 10 тысяч раз, короче. То есть, когда ты это не знаешь, ты чуть-чуть там анандай дұрыс жүрмейсің, да? А когда все понимаешь, вот что такое рауда, что такое как вообще, кто, что, сол кезде сен күшті Ну, өткізесің, да, это как наши получается. гиды, влюбленные своего дела. Я вот когда тоже поехал, гид полностью там от начала до конца нам объяснял. И когда вот первый раз увидел Мекку, у меня вот полностью вот Дуня отошло на второй план. Я там видел больных людей, Мгм. взрослых, стариков, бабушек, людей в креслах, маленьких детей, богатых, бедных. Вообще все пришли поклоняться к Аллаху. И такой, для меня было что интересно, мы снимали ролик про гида нашего, там на гору залезли, и Мгм. оттуда видит Мекка, сама Мекка. И приехали арабы, и у них там пикник, семейный пикник. И Мгм. они спрашивают, а что вы делаете? Мы говорим, вот снимаем ролик, наш гид на арабском разговаривает, объясняет то, что мы делаем контент. У нас, говорит, в стране есть мусульманы, но многие не читают намаз. И у этого араба было такое удивление, то, что как это так, говорит, у вас там мусульмане как не читают. А для них, я понял, для нас это намаз как будто сделано в таком плане, что как будто это что-то сложное, что-то запретное, что-то недосягаемое. А для них это как образ жизни. Например, ты с утра не покушал, это же, в привычках делаешь, у них то же самое. И я такой смотрю, время намаза приходит,
все дела закрываются, вся торговля, все движение останавливается, все делают намаз. И в чем прикол? Во всех там отели, торговые центры, магазины, заправки, Базары. везде там дарят аласын, жай намаз оқитын жер. И для них это просто как кушать, это необходимо, как образ жизни. А Үйреніп алып сюда мүмкін, да. приехал, поехали в Исентай, и такое время намаза, я хочу намаз прочитать. Не Я нашел. ищу намазхана, а нету, представляете? А там везде, я такой думаю, это же Исентай, как тут нету? Типа такого. Ага. Там. Но тем не менее, если сейчас вот посмотреть на тенденцию, последние, наверное, десятилетия в нашей стране, ну, такой очень хороший поток а, мусульман, вот они уезжают на умру, на хадж. Если брать в разрезе 10 лет, скажем Мгм. так. Раньше, конечно, поплачевнее ситуация была. Там было очень мало турфирм, которые отправляли там на хадж или на умру. И человеку было очень нашему мусульманину правоверному было очень тяжело поехать. А сейчас уже вот в последние года и молодежь. Вы знаете, что какая особенность? У нас очень много молодых Мгм. мусульман. Те, кто Мгм. ходят в Мгм. мечети, те, кто Да. постятся в месяц Рамадан, те, кто каждую джума не пропускают и вот Мгм. ходят в мечеть. Без вахт намаздар еще бар. Мгм. Там не только без вахт, там фаджр говорят, или иша намаза барат. Мгм. И мы вот, что удивительно, мы в этом году были, когда на Умре, а, и вот смотришь на наших братьев турков. Вот Мгм. Турция, Там в взрослые в общем, основном. да, ты-то думаешь, ну это совсем приближенная такая страна к исламу. То есть у них как-то Мгм. вот все иначе по-другому, да, не так, как у нас складывается даже сейчас. И там ты видишь вот бабушек, дедушек. Ты идешь, мы вот просто спускаемся, идем, и ты уже смотришь, ну, взгляд по сторонам, кто перед тобой сидит там на намазе, и смотришь вот түрік бауырларымыз да, аталар, ата, апалар. Мгм. Мгм. И ты вот так ненароком задаешь вопросом, вообще, что происходит? Они же как бы, знаешь, более свободней, например, в исламе, скажем так. И абсолютно не показатель. А у нас молодежь. У нас еще то, У нас что молодые от там даже 18 лет Мгм. до там 35 срываются. Все молодые. в этом, то, что к знакомым приезжали арабы Мгм. сюда, к нам, и они, наоборот, удивились, да? Они говорят, типа, у вас, вы, наоборот, вы, говорят, ну, типа, круче нас, короче. Мгм. Потому что у них-то, в принципе, что у них там? А там алкоголь, жоқ, там особо қатты не жоқ та андай, Какой-то разврата да. нету. Да. То есть, типа, им да проще. У нас, нашим мусульманам, как бы практикующим, сложновато, да, жаңағыдай, Мгм. там намазханалар жоқ. И там Аурет там. тойға, допустим, шақырады туысқандар, там, арақ қоямыз дейді, короче. И ты типа, ну, ты не можешь туда, как бы, и не хочешь идти, ты им объясняешь, они, ой, сендер там не болып кеткенсің и так далее. И, то есть в таких условиях, но Сложнее, при да. этом, да, держаться за религию, так Да. держатся. То есть они, наоборот, типа, как бы похвалили, типа, ух, сендер прям жақсы нетесіңдер. И то, что, говорят, у вас сунны очень много, говорит, ой, да, то, что там бешбармақ ортаға қойылады, Мгм. там еще и так далее и тому подобное. Поэтому где-то вот жастар, да, көп действительно, қазір жұмаға неге барасың, өте көп, и прям приятно то, что, да, они вот, типа, просто сейчас я вспомню себя, типа, 18-летним, что я вытворял там, да, какие у Мгм. меня эти были, да, даже мои там, для нас, типа, было там, ой, ты, что ты, типа, не пьешь, что ли, что, типа, там, Ну и плюс төртсің что? ба деген сияқты условно сондай, да, а сейчас наоборот, типа, говорят, там, типа, завязывай, брат, ты что делаешь, типа, деген сияқты сондай, да. Ну и Ну, плюс это, что ребята, хорошо? ребят, ни в коем случае, это небольшой камень в ваш огород. То есть, на самом деле, у каждого есть право выбора. Мгм. То есть, Всевышний дает нам право выбора. Да, Мы вот. можем идти либо по такому, либо этому пути. Выбор остается за вами, пить вам или не пить. Лучше кому спейте. Ну и плюс еще хотел добавить вот насчет того, что у нас нету навязывания сейчас. Может, раньше было, а сейчас я вот замечаю, многое молодежь приходит осознанно. Мгм. Не в том плане, то, что вот ему старшие говорят, либо там кто-то вот собирают, там, есть же вот такая вот пропаганда, где-то какие-то группы собирают. У нас такого нету, можно сказать. Каждый человек приходит осознанно, где-то там. Вот сейчас вот мусульмане, можно сказать так, что вот есть старшие братья, да,
они показывают не словами, а делом, своим примером. Они М, становятся успешнее в бизнесе. Если вот посмотреть сейчас шоу-бизнес, успешных бизнесменов, предпринимателей, инвесторов, они те практикующие мусульмане, но они не пропагандируют. Ты смотришь на их дело, и тебе хочется, Да, да, значит, да. здесь есть что-то, здесь Типа, есть в истина, чем его здесь есть крутость? успех. Да, В том, во. что он мусульманин, да, он, то есть практикующий. У нас действительно такого нет. Вот Но я... на самом деле я еще хочу здесь такую ремарочку вставить. На самом деле многие думают, ну вот я сейчас уверую, я начну намаз читать, и все, и жизнь прекрасна. Да, вот это. На самом деле Ну, это где-то типа как будто частично это сделка, да? ошибочно. Нет, это потому что, ну, как жизнь твоя, она не может быть без испытаний. Соответственно, если даже ты уверовал, у тебя есть намаз, ты будешь перед Всевышним испытуемым, ты же должен через эту ситу пройти, через фильтр. Не может быть такого, ты уверовал во Всевышнего, придерживайся всем столпам ислама, Мгм. имана, и вот у тебя жизнь все меняется. Ну, нет. У каждого есть определенный свой уровень испытания. И, кстати, Аллах же говорит же, что Он не спосылает лишь столько, сколько Сколько человек сможет вынести, унести. да. Мгм. Да, ни больше, ни меньше. Поэтому, наверное, здесь такой взгляд у мусульман. Если ты становишься правоверным, у тебя немножко, возможно, фокус к жизни меняется, к определенным вещам, предметам, привычки меняются. Вот это сейчас как есть же, типа осознанный, да, Мгм. осознанность. То есть многие вот эти всякие практики, да, там и так, типа осознанный. Вот в религии, да, вот осознанность. Ты понимаешь, вот, да, что, как сен, каждый нәрсе білесің, там, я не знаю, вот то, что испытания, да, вот это, что болот не болот, сен әр нәрсені сен білесің, да. Мгм. То есть ответы на все вопросы буквально. Религия нас, ну где еще тебя научат там, сейчас извините, если я не знаю, ну это не выражение, но там как подмываться, да? Мгм. Там все в религии есть, как сен там дәрет аласың, бір Мгм. жеріңді жуау керексің, как ты должен с женой общаться, как ты должен бизнес вести. Все максимально на все вопросы Все есть аспекты ответы, да. жизни покрывают ответы И в если исламе. даже там сейчас читать книги современных психологов и так далее, условно, магия утра, то, что там надо вставать ранним утром и все делать, эти практики. А то в религии там, да, то есть Давно как бы есть написано. то, что утреннее время — это такое баракатное время. То есть там это Алла Тағала береки берет там, С фаджра до беса. да. То Ну есть вот, это все оттуда а да. кто-то это, короче, там какими-то практиками к этому доходит, бірақ нәрсесіне, и типа все это вот осылай дейді да. А дінде қарасаң, там на самом деле все просто. Вы Ничего правы. такого нет вообще. Сложного, ештеңе жоқ. А вот У на нас своем усложняют. примере, вот я изучал энергетику, энергокоучинг, у бизнес-тренеров проходил различного тайм-менеджмент и тому подобное, там, финансовая грамотность, как энергию собирать. У меня вот эта вся мозаика была собрана, но Мгм. чего-то мне не хватало. Я это понял, фундамента не хватало. А М. фундамент, оказывается, это что? Это религия, это ислам. И когда ты оттуда приходишь, с Умры пришел, и есть некая уверенность. Уверенность не в том плане эго, Напса, который говорит я, а в плане того, что внутреннее спокойствие, что ты в связи с Всевышним, и ты начинаешь вот что-то делать уже с уверенным шагом. Типа Мгм. намерение, если что-то ты делаешь, ты должен делать это с уверенностью. А ты уверенность уже прикрепляешь к Аллаху. Типа, я сейчас сделаю, иншаллах, получится, если хайр баракат в этом есть. Ты что-то делаешь, и она начинает сбываться. Мгм. А раньше ты что-то делаешь, там, типа, тебе же дают же инструменты, инструментарий в бизнесе. Ты ее применяешь, но ты либо прикрепляешь к себе это, типа, я могу, типа, это мой опыт, типа, это мои знания, но у тебя не получается. А тут такой, ты можешь там не знать до конца, да, то, что ты делаешь, но ты такой, Аллах тапсырасың, и оно у тебя сбывается. Вот это я заметил. И еще есть вот такое. Сейчас, наверное, каждый по своему опыту жизни, по тому, как он пришел в ислам, некий делает, не знаю, может, анализ своей жизни, того уровня, на котором он находится. И вот для меня вот есть два направления сейчас. Вот. Это необходимость и неотъемлемость в человеке. Мгм. То есть неотъемлемая часть — это вот твоя душа, М. это твое сердце. То есть неотъемлемость — это органы твои, которые неотъемлемы от тебя. То есть они в тебе, за счет которых ты живешь, ты, за счет которых ты функционируешь как человек, ну и так далее. И есть необходимость. Необходимость — это твое потребление. Пусть это будет энергии, какого-то жизненного ресурса. Опять же, это мирское Да. сюда, не вечное, мирское мы сюда вот закладываем. То есть там
машины, дома, яхты, ну, у кого какие аппетиты. Мгм. Соответственно, это твоя необходимость в Да. мирском. И без неотъемлемости твое существование в необходимости, оно обнуляется к нулю. То есть, ну, зачем? Если у Мгм. тебя вот в этой необходимости все пусто, да, вот Мгм. шаром покати, говорят же, Мгм. холодильник открыл там, ну, Мгм. вот примерно, ты, если пуст. Соответственно, конечно, когда ты, вот мы говорили об осознанности, когда ты доходишь до какого-то пика осознанности, пусть это будет в 35, пусть это будет раньше, да, ты вот приходишь, и ты понимаешь, что вот эту неотъемлемость, ее нужно питать. Вот ее нужно питать. То есть это твое духовенство, это твой духовный фундамент. А он нужен, этот фундаментализм. И он как раз-таки, где лежит? Он лежит вот в исламе. Мгм. Все мироздание, когда человек приходит, пусть он будет тупой, пусть он будет интеллектуал, пусть он будет богатый, бедный. Когда ты приходишь в ислам, ты понимаешь, что все мироздание, вот там говорят, мир держится на 3 китах, там, Мгм. мир держится он именно вот на исламе. То, что Субхана Аллах Та'аля на сегодняшний день сколько миллиардов мусульман, да, правоверных. И представьте, они в день 5 раз приходят к своему Господу. Кто-то больше, кто-то на тахаджуды встает. И на самом деле мусульманин это тот, кто? Это же не тот, кто думает только о себе, о своем нафсе, о своей выгоде, о семье. Это же тот человек, у которого диапазон вот такой вот. Да. Он думает о человечестве, возможно, о людях, о своих людях, о стране, народе, да, например. Мгм. И, Мгм. соответственно, ты просишь в мольбе. Мы снова возвращаемся к дуа. Да. Ты в дуа просишь у Аллаха. О Аллах Тағала, бейбітшілік өмір бер. Өміріміз, пусть будет мир во всем мире, пусть никто не страдает, пусть все уверуют, пусть все будет. И сколько миллиардов людей 5 раз в день вместе с Тахару делают мольбу. И это все ангелы поднимают, представляете? Вот на чем кичится, на чем держится вообще наш мир на самом деле. Поэтому, когда ты в осознанность уже заходишь, ты должен понимать, что твой воздух, кислород вот для твоего сердца, души — это неотъемлемость. Вот эта Мгм. часть, она неотъемлема, духовная. Когда у тебя все четко вот здесь, вот у тебя проблем нету со своим Господом, Мгм. ты не грешишь реально, вот где-то там, ну, в наше время, конечно, тяжело сказать, наверное, ну, стараешься. И вот ты питаешь, ты обогащаешь свою неотъемлемость. Соответственно, тогда Аллах Субхану Тааля, когда ты проходишь через вот эту вот ситу, фильтр, Аллах Субхану Тааля тебе уже в необходимости рызык, тем свой, увеличивает твой рызык. По мере того, как ты вот здесь вот растешь, потому что Аллаху уже угодно, чтобы ты оставался мусульманином. Мгм. Аллах Субхану Тааля же любит тебя. И, соответственно, Он хочет, чтобы ты был по правую сторону, если ты уверовал в Господа. И, соответственно, когда у тебя вот здесь уже все, вот холодильник полон, там столько разных продуктов, фрукты, все свежее, все вкусное, ты открыл, у тебя и здесь все нормально будет. А пока у тебя баланса вот здесь вот нету, ты будешь оставаться вот на определенном уровне. Пусть ты будешь богатый, но у тебя вот здесь опустошенность будет. Мгм. Ты все равно будешь оставаться на одном уровне. Не будешь расти, потому что именно вот духовенство, именно вот то, что человек находит своего Господа Мгм. и находит путь к его довольствию, это, наверное, ну, ЧТД, что и требуется нам вообще доказать. Всякие вот здесь вот то, что вы говорите, вы правы. А вот насчет этого вот видения, да, свое. То, что у каждого свой уровень осознания, да? Вы говорите о уровне осознания человечества, когда ты в мольбе просишь за человечество, за мусульман. Но каждый человек находится на своем уровне, кто-то на уровне я. И Всевышний, соответственно, думаю, дает то, что на его уровне я, который тебе хватает. На уровне мы, там, семья, близкое окружение, родственников, на этом уровне дают. Когда ты на следующий уровень переходишь, уровень уже народа. Ты уже начинаешь просить за народ, казах или аман болсын, там, в рамках Мгм. народа, потом в рамках человечества, мусульманства. Да, это все в рамках твоего духа, да? Чем больше дух качаешь, соответственно, тем больше у тебя масштаб. Как ты наполнен, чем ты наполнен, да? Да. Потом вот на самом деле, конечно, мы все бежим, мы порицаем. Я не знаю, сейчас такой мир, что кез келген мусульман болсын, я, например, ну, как бы мы видим же, ты начинают где-то, вот знаете, отчасти, это правда, просто вот больно, порицают где-то. Тех, кто еще не пришел, Мгм. того, кто еще не забрался на этот уровень, который, человек, который не почувствовал. Мгм. Соответственно, здесь тоже нужно, наверное, аккуратно Да. доносить.
доносить, я Согласен. не знаю, проповедовать или как это еще сказать, между своими родственниками, друзьями и так далее. То есть не нужно, наверное, быть таким резко континентальным. Знаете, Да. вот как вот раз и Эй, поменялся. намаз Тебе оқысай, надо. Эй, эй, э, неме сен. сен что там, Арақты алып тастайды. а просто то есть это пускай даже, да, взрослая перед тобой, татешка или апашка твоя, и ты там нравоучениями занимаешься. Ладно, в кругу своей семьи ты где-то можешь, возможно, об этом говорить, но дальше нужно говорить, но говорить как? Вопрос, вот как? Пророк, алейхиссалату вассалям, же наипрекраснейшим образом доносил же религию. Нрав. Нрав, то есть он был благонрав. Ну, никого нет вот по сей день человека, который бы вот, Ну, ну, на величайший из уровне людей. пророка, алейхиссалату вассалям, по его нраву. Да. Ну, ты хотя бы, ну, давай будем Старайся. пылинкой, давай будем стараться, Стараться. да, будем пылинкой, ну, наипрекраснейшим образом, например, доносить. Говорить о Боге, о Всевышнем, о поклонениях и еще каких-то вот действиях, я не знаю. Всё-таки, мне кажется, своими действиями надо сейчас. Сейчас словами, там, многие же говорят, там, ты хочешь воспитать хорошего, там, достойного сына, говорит, там, смысла Воспитай сколько себя. говори, говорит, он не будет этого делать. Ты повторяй, говорит, а он за тобой будет повторять. То же самое, қазақта мақал бар ғой, отан отбасынан басталады. Мгм. Типа ты не можешь повлиять там на соседа, либо там на еще кого-то. Ты начни со своих близких, с окружающих, своих детей, братьев. А, соответственно, вот этот вот круг добра, там, геометрическим порядком она будет расти. Дальше и дальше. Знаете что, в последнее время я вот начал задавать себе вопрос такой. Говорят же, если что-то делаешь, ты делай это ради удовольствия Аллаха. Аллах разлог үшін. Мгм. Наша основная задача это же Аллахның разлығын алу. Мгм. Я только что-то делаю. А для чего я это делаю? Для кого это делаю? Аллахның разлығы ма или это не так? Ну, честно скажу, нет, еще нет. Я до этого уровня, оказывается, не дошел. По-любому где-то у меня сзади стоит своя выгода. Типа. Кому-то помогаешь, и не ради довольства Аллаха. Это мысленно ты говоришь. Че, А серьезно, там, оказывается, такой уровень вообще? да. А у меня, оказывается, там стоит, типа, Чтоб сауаб кто- джинал. А сауаб джинал по-любому я для чего делаю? Для себя же делаю, чтобы где-то что-то там садака бересің, помогаешь людям, типа, ты знаешь, что по-любому это где-то тебе вернется в виде ради как бы своей выгоды возможностей. получить. Да. деген сияқты. Вот Ну да, сондай мы же, моменттер бар екен. Я вот м, заметил. мы же Круто. слабые же, потому что Да. да, мы вообще слабые. Еще, знаете, что я понял? Вчера только был инсайт. Оказывается, на самом деле хорошие дела делать не так вот легко, по идее. Да. Если бы это было очень легко, все бы делали хорошие Путь дела. в джаннат, в рай, он Это тернистый. вообще потом. Да. Я сейчас... Вчера у меня такой случай был в жизни. У нас, короче, у моей дочери была кроватка. Эту кроватку, когда она маленькая была, мы покупали, она была манеж, кроватка, короче. И потом она чуть выросла, и мы другую купили. Ее хотели отдать кому-то. Ну, Мгм. никого не нашли, потом там объявление подали, тоже что-то никто нет кинжо. И я такой, жалко ее реально выбрасывать. Я ее не стал разбирать. Я ее вот просто отделился, получается, Мгм. там тумбочка, там астында несі бар комода. Я думаю, вынесу мусоркаға. И там кімге керек сол алып кетеді, короче. И вчера где-то на то, чтобы из дома до мусорки донести, мне минут 40, короче, мне Мгм. потребовалось. Нелегкое, короче. Я один терлеп, короче. Ну, Аллаға шүкір Ага. шығардым мусоркаға, короче. И последние детали, там, матрас несу, короче. И вижу бір апай, короче. Орыстың апай там стоит, тумбочку смотрит. Говорит, я принес, говорит, это ваша? Говорит, да. А, вот такая, вроде новая, да, там прям жалко и так далее. Он говорит, у меня есть родственник, Мгм. у него как раз, говорит, недавно, говорит, ребенок родился, он нуждающийся где-то, Мгм. вот он с радостью заберет. Я такой, круто, блин, классно, короче. Мгм. Все, окей, такой обрадовался, поставил, и она мне говорит, не поможешь мне донести, сидит, да, неге? Үй жағына, короче. Я говорю, а вы где Типа. живете? В соседнем подъезде Ага. живет, короче. То есть мне опять же этот путь, короче, Мгм. вначале мне ломы это было. Я такой, мне шаршап кетті, мне еще уходить надо. Я такой, блин. А я-то типа же хожу, я же мусульманин, я типа там благие дела, хорошие дела. И типа Всевышний, ну вот, если ты такой красавчик, ну давай, типа, степкош, короче. И я такой, блин, реально, то есть я как бы как мусульманин, да, то есть я всегда там говорю, стараемся, да, старайтесь делать хорошие дела, а по факту мне нужно стимбеуна, Не, Раке, классно, что вы себе качественные вопросы задаете и беседуете с собой. Как я это делаю, для чего это делаю. Это, наверное, сценарий жазу үйреткен жоқ, потому что сценаристы всегда так, почему он это сделал, у него так, почему, зачем деген сұрақ қойған кезде. И потом тоже енді Аллаға шүкір қиналып, терлеп ар Мгм. жаққа апардым, короче. Но для себя понял, только тогда, вот вчера понял, что, оказывается, хорошие дела делать нелегко, короче. Мгм.
оңай емес екен негізі. То есть, если ты за это взялся, вот ты за этот путь стал, то ты должен быть готовым, что Мгм. там будут ожидать трудности, короче. Мгм. И вот здесь, наверное, напрашивается еще такое выражение, ну, оно в повсеместности люди встречаются с этим выражением. Быть, а не казаться. Мгм. Вот. Когда ты, вот то же самое твои вопросы, Мгм. то, что ты думаешь, а почему я... Здесь нужно, вот когда ты приходишь в религию, тебе уже не нужны регалии на самом деле. Мгм. Тебе не нужно вот какое-то что-то, знаешь, лишнее. Вот если ты понимаешь, что ты ищешь путь довольствия Всевышнего Аллаха, то ты уже такой, какой ты есть. Мгм. Такой, какой есть. И вот эти вот намерения, ну, Аллах же, он же видит же сердца людей. Да. Он же сколько раз, сколько лет, представляете, у нас сердце бьется. И Аллах Субхану Тааля, да, он вот властен над Мгм. этими сердцами, миллиардами, триллионами, да, на сколько людей было. Соответственно, вот, наверное, нам нужно почаще вспоминать о своем сердце и почаще вот работать со своим сердцем. Вот Потому что задавать. интеллект, ну, вы сами понимаете, насколько Всевышний создал наш мозг, М. сколько там импульсов и сколько там вот этой вот химии. Соответственно, сердце здесь такое, знаете, оно милосердное по Да. отношению к нам, к нашему напсу, к нашей Ну, вот душе. это вот сердце-то нужно открыть же. У многих же сердце закрытое, как бы. Претензиями, обидами, может, страхами какими-то. А чтобы к сердцу прийти, что нужно делать? Ну, вот то, что мы уже выше сказали, мы говорили. А это вот дела, правильно? Дела и, то есть, это же Инна то, ма'амалю что биннiyят. Наши и дела зависят от наших намерений. то, что Всевышний не меняет положение, пока Да, сам не начнешь да, меняться. То есть, не поменять, да. ты должен сначала вот Мгм. сам понять это, сам захотеть. Типа, блин, что-то я не то делаю, короче, мне надо исправиться. Ты это сначала понимаешь. То есть осознаешь ты себе конкретно, ты м, говоришь, что ты не такой хороший человек. Но я хочу стать хорошим человеком. И начинаешь потихоньку делать там какие-то действия. И только потом Всевышний, получается, тебе вот начинает все менять там И положение твое, положение, да, твои окружение мысли. твое и так далее, Ага. все, соның барлығы. И хочу вернуться насчет нрава, то, что жаңа Мгм. сен айтқандай. Один общий друг всегда говорил, я, говорит, мне так, говорит, поражаюсь, кто, кімдер, христиане или Иегова, которые, здравствуйте, а вы верите в Бога? А, Егова, да. свидетели Да, Егова, говорит, да. с такие, говорит, они эти, с таким нравом, с такой искренностью, с улыбкой, говорит, Такой ты көркем внешность, мінезбен, говорит, да. вот так они, говорит, сен құшақ жаят дейді да саған, и ты в них влюбляешься, дейді да. А, ну, он говорит, я сейчас его больше цитирую, то что, а я, говорит, сколько замечал, допустим, там на улице ДТПшка, два мусульманина, бір-біріне соғылады да шығады да, короче, что за дела, то есть там, жаман жүрегім ауырады дейді да, получается. И я тоже иногда, я вообще, сейчас пусть никто не подумает, что я там хочу учить кого-то Мы там. не судим, мы и судимы не Вообще, будем, да, да. это Мы просто открыты микрофоны, и мы просто Ну, делимся своими никого, мнениями. ни с кем Да, не... поэтому там комментаторы, кто там начинает там хейтить, не надо ничего. Пишите просто здравые вопросы, и будем Ешқандай отвечать на них. никого учить ничего не хочется. Да, в первую очередь, өзіңе ғой, себя. Я, допустим, иногда там хожу, там, где, ну, очень много там всего самого. И этот там, вот так, да, короче. Ну, кто-то, да, у кого-то, кто-то по природе он вот так қабағын түйіп не жүреді, короче. И чуть-чуть андай нетіп қаласың да, потому что улыбка, она все равно больше это сунна же. сені тартады, да, Да, сен видишь, притягивает, улыбается, ты как-то, ты доверяешь человеку, ты там это самое. И біз көп жағдайда өзіміз, наверное, өзіміз действительно сай болмаймыз. Потому что мы слабые, опять же, да, типа, я вот сейчас там пятикратник, я там какой-то такой мусульман, по мне нельзя судить религию. Допустим, я могу сейчас внешне казаться очень таким. Ой, набожный, вот Русхул там, ойбай, тахаджудке тұрады екен, да. А по факту столько косяков, Да, которые ты знаю только я и Всевышний. У нас-то сейчас как? Внешне судят же, правильно? да. Түріне қарайды да, сразу за Человек него не біз шешім идеален. біз қабылдай саламыз, ой, осындай и так далее. и тому подобное. Поэтому не судите людей по внешности, как говорится. Ой. Вот так, да, допустим, вот сені Да. А вот білмей сразу объясните, бір. вот сейчас зрители увидят, скажут, у них ассоциативное мышление включается, вот, Да.
такой цвет волос, В значит, у него первую там очередь начинает... люди начинают плохо думать, да? Да. О, вот расскажите об этом. Раскройте, М. пожалуйста. Не, ну на самом деле, ты говорил про вот хороший хадис, пророк говорил о 4 вещах. Да, я вот все не помню. Я знаю то, что когда спрашивали, каким мусульманин может ли быть трусом, да, бояться. Может. Пророк сам сказал, может. Мгм. Может ли он что? Ты, наверное, лучше знаешь, Давай, по-моему, как ты что? да? Зина совершить, да? Мгм. Сказал, может. Может ли он что? Быть этим скупым, да? Да, деда. А он может ли обмануть или лгать? Нет, деда, да? То Да. есть мусульманин категорически не может То есть он обмануть. уже не из моей умы, если Мгм. он Да. А это обманывает. как с вами связано? И поэтому, да, Непосредственно Расскажите. так и связано с вот мы и этим. подвели Да. к моему образу. К- Хорошо, что баскет петь шашкет-то. У нас есть общий очень хороший друг. Я эту историю знаю Мгм. хорошо. Так, я не знаю, он посмотрит или нет этот подкаст, но Абеке. Мы с ним, это еще в этом году я на хаджи был. Ой, Аллах, шукр. Ладно. Да. Это пусть Аллах каждому Аминь. даст возможность побывать на большом паломничестве. И, соответственно, вот там мы уже в конце, вот прощальный таваф, сели, все, в кофейне, сидим так расслабленные, знаете, вот выгруженные, вот как до мозга и костей, да, вот все, Мгм. в тебе ничего не осталось. Ты такой Мгм. прям, уф. И мы сидим, ну там Арафат, то Муздалифа, Парла, последний прощальный таваф, все, сели, кофеек. И вот в этот момент я был 117 килограммов, я был очень большой, 118 даже где-то, наверное, под 20. И енді мұсылман деген ең басы бауырың болса қасында ол жанашыр. Он в первую очередь на тебя смотрит и думает, он хочет чем-то тебе подсобить, помочь, чтобы ты, ну, как-то вот пришел в себя. И оказалось так, что вот Аманбай, я просил Арафата, Мгм. пайғамбарымыз говорил, хадж это Арафа. Мгм. И я Арафа, да, прям вот сұрадым бар ғой Алладан. Я Роббил Алямин, пожалуйста, вот дай я вес сброшу, хотя бы вот в кратчайшие сроки. Дай мне возможность вот вес сбросить. Я хочу вот облегчение, честно. Вот сам пока не могу, мне волшебный пендель нужен. И я вот как бы у Всевышнего прошу, дуа жасайм. Вот эту дуа я прям помню, знаете, вот даже подчеркнул. И Сунги мне вот в конце на прощальном тавафе Абеке айтады ғой. Секе, говорит, у меня к тебе есть вызов, говорит. Секе, Мгм. айнаға қарашы, ты хоть раз вообще видел себя? Сөйтіп, например, да? То я примерно позабыл, когда последний раз на себя смотрел. И сол кезде я такой раз, и он говорит, у меня есть для тебя вызов. И я говорю, давай, брат, вот попробуй, говорит, за месяц скинуть 10 килограммов. 10 килограмм. Ребят, там мы хадж сделали, вот прощальный таваф, там мы максимум 10 дней, прошло 8. Он мне говорит, давай 10 килограммов скинь, брат. Если скинешь 10 килограммов, я тебе 500 тысяч на Каспи отправлю. Я такой, ух, ничего себе, здесь меня еще Всевышний не только услышал, он мне еще и бонусами там отправляет. Вот нажили-были. И я такой, знаете, дедом, ты что, подслушал, что ли, мои дуа? Абекеден, күлдік. И с этого все началось. Приехали сюда, Аллах шукр. Потом я чуть 2 килограмма, что ли, скинул, 115 стал, 116, 115, 300. И Абеке говорит, ну что, давай, братан, за 45 дней я тебе вот дам 45 дней. Сен деген скинь, говорит, 15 килограммов. М. 15 килограмм скинь, я тебе 700 тысяч отправлю на Каспи. Говорит, уф, менде жарықтық. Кстати, любимое слово Рыскула. Жарықтық деймін ғой, братаным, мен давай, я все, ударили, руки ударили. А вот теперь вот к этой теме, руки ударили. Ты Мгм. уже вот, будучи осознанным, скажем, уже взрослым человеком, понимающим, вот что значит твоя рука, Мгм. ты вот бьешь руку, берешь, ол Твое уже слово. сенің, это твоя зона ответственности, ол Мгм. сенің міндетің, уже болды, Алла Тағала. Ты что это, куда? И мы руки бьем. И вот проходит 45 дней, вы понимаете. Кстати, он сказал, если ты не скинешь до 100 килограмм, перекрасишься в зеленый цвет. Говорит. Ну все, руки ударили, а что? Да? Ну, Секе Надо слово делать. сдержал. Да, Слово надо сдержал. сделать. Не скатиться. Конечно, это бьет по нафсу, страшно, причем очень. Или что, или я хотел когда? А вот Ну, первое значит, время. детстве так перекрасить. идет. Идет, да? идет? Очень идет. А да. первое время вот мнение окружающих.
Что Да, было? да я вот недавно перекрасился. Ну вот, что 2-3 люди дня, говорили? ой, там Инстаграм, что только не говорили. Мгм. 91 пишут, вот просто так, 91 пишут. Смеются, улыбки вот эти всякие, ну, эти, как смайлики или стикеры отправляют иногда. Там люди и со звездочками, у кого есть эти галочки, и Галочки. Мгм. они мне сколько там писали. И мы Жеку всех видели, всего, типа, у всех глаза на лоб, и думают, что происходит. А потом в конце раз говорят, слушай, брат, а тебе очень даже Не, идет. идет, Типа. реально, Вот так. реально. Я Да, такого идет. увидел сразу. Я. Круто. И, соответственно, ну, это, знаете, не надо, вот твое естество есть, естество, да, твое, вот Да. Аллах сені жаратты, ер боп, еркек боп, жігіт боп. Конечно, не надо там вот так химичить все, перекрашиваться в зеленый, розовый. На самом деле мы же сколько вот сейчас говорим, другие люди ориентируются на тебя, на мусульманина, правоверного, они ориентируются. Олар деген сенің жүріс тұрысыңа қарайды. Вот на сантиметр, вот на каждый сантиметр қарайды. Мынандай ма? Осындай болу керек деп. Сол үшін это просто вот у меня... Ну, при этом Аманбай, мне кажется, он больше специально вот эти, да, он, то есть условия поставил, чтобы ты наоборот, то есть не Наоборот, хотя конечно, эти волосы сбросил, да? сбросил. Он же о чем думал? Он он сам чем руководствовался? Тем, что мой брат, он видит, что Мгм. тяжело, там на хаджи, это представляете, сколько в день километров надо проходить. И он видит, что мне очень тяжело, и, соответственно, в нем вот это проснулось, конечно, Жана Шарлот, мусульман, Сопереживание. сопереживание, брат. И, значит, на самом деле, вон, не то чтобы спор, вот в этом дело. И, конечно, ну, в свою очередь, ты уже раз такой... Ну, то есть, как говорится, как мужик, Да, как все. настоящий мусульманин, сдержали слово, проиграли спор. Правильно? Сдержали. Сдержали. Это классно. Поэтому, короче, если вы не уверены, не бейте рук. Если вы не уверены в том, что вы исполните или сделаете что-либо. А если вы уже уверены, прям вот взяли руку, то тогда топите до конца. Ты будешь с парашюта прыгать или без парашюта самолета будешь прыгать, не имеет значения. Но руки ударил, все, сделал. Ну и плюс, Сказал, сделал. здесь хотелось бы добавить, вот у людей есть ассоциативное мышление, что когда-то какая-то история повторялась, либо опыт, и человек начинает поэтому судить. Например, у меня первое ассоциативное мышление какое было? Я не знал про ваш спор, как я узнал, я вас еще больше зауважил. Но у меня в первую голову что пришло? Вы как медийная личность, как блогер, я думаю, Хайп. человек ищет хайпа, все. А там по ту сторону может человек сидеть, смотреть, а он рассказывает про ислам, про религию, про умру что-то, а он перекрашивает, да? И хотелось бы сказать, ребят, не нужно судить, думать сразу по обложке. Тут хоть такой поступок, да, вот зеленый цвет, но он показал настоящее качество мусульманина. Он сдержал слово, и он вот сказал, он сделал. И это нам нужно поучиться еще. Да, ну, как бы Не, нужно... круто. Ты, получается, те 20% мусульман, которые Аллах еместерге жатып. Түсінбесең де. Хорошо залетел. С ноги прям. Сейчас опасная тема, это кажется. Не, ну, мы у нас- Хайпует да, эта нам тема. не надо, нам об этом даже говорить не надо. чё. Не, просто это Так. самое, не специально это как бы получилось. Давайте Но и поговорим. то я бы хотел его защитить. Мне кажется, он просто неправильно выразился. Формулировка была неправильная. Мгм. Возможно, Заитов, Я так думаю, Ой. да. вырежете. Ты зачем? Нельзя. Не, реально, то есть мне кажется, что он как бы так не думал, он примерно типа, что, к сожалению, Мгм. многие прикрываются. Ну, здесь, знаете, вот Деп вы- айтқысы келген Ага. сияқты деп ойлаймын. То есть я бы не хочу думать. Я с вами согласен. Вот смотрите, вы сами тоже в медиасфере, есть такое, да? Журналистики, маркетинга, инфоповод, Ага. заголовок. Мгм. Сначала Возможно. продает заголовок, правильно? Чтобы прочитали статью, посмотрели видео, нужен заголовок. И тут журналисты, люди кому-то угодно, либо, я не знаю, взяли момент. Ренат Заитов, 80% верующих, там, мошенники, да, сказали? Алаяқ тоже. А на самом деле оказалась другая сторона. Но давайте эту историю мы отложим в другую сторону. Мне хотелось бы вот Секе спросить, что для вас осознанность? Вот про осознанность вот за это время вы сказали 4-5 раза. Мне А вы интересно больше просто. сказали вообще. Чё, я-то осознанность. На самом деле это такая очень обширная, наверное, тема, осознанность. А, Ну, для каждого, наверное, вот эта осознанность, она прилетает вот в свое время. В свое время. Опять же, наверное, вот эта осознанность, она очень тесно связана а, с твоим опытом. С опытом. Вот чем больше у человека по жизни есть тажрибе, опыт, да пусть будет это в любых сферах.
жизни и деятельности человека. То есть, на самом деле, опыт– это такой ценный для человека ресурс, который в итоге, в результате как раз-таки ведет его к осознанности. Потому что если у тебя есть огромный опыт, это мы Мгм. говорим о практике, значит, у тебя какие-то теоретические начала тоже есть. Мгм. Соответственно, ты там где-то читал книги, пусть это будут художественные, детективы, пусть профессиональные книги, литература, да, вот опять же, «Магия утра», ты говорил, сколько мировых есть авторов, там, «Атомные привычки» и так далее. У каждого есть своя литература. И вот теория, практика, вот твой опыт, в конце концов, оно потихоньку тебя ведет к осознанности, Мгм. к осознанной жизни. Мгм. Потому что, ну, чем больше у тебя, это же опять же твой диапазон, это вот ты примерно трешку, вот iPhone взял, Мгм. ты на троечку поставил, Мгм. она у тебя настолько вот берет тебя крупником, да, прям вот, Мгм. а на 0,5 ты поставил, у тебя рыба, да, рыбий глаз, сразу диапазон меняется. Соответственно, вот Мгм. с твоим опытом, с твоими какими-то теоретическими знаниями, это большой кладез. И оно тебя потихоньку ведет к осознанности. Ну, на самом Расширение. деле, да, Мгм. религия, Аллах же не нуждается в нас. Да. Человек может любыми путями уверовать и прийти к Аллаху. Мгм. То есть ты осознанной Мгм. жизнью живешь, или у тебя огромедный опыт, столько всего за спиной, и ты человек, ты Мгм. достойный человек. Не в этом дело. То есть это вот, наверное, у каждого человека своя история, и жизнь, она индивидуальна. Вот когда у тебя что-то вот здесь просыпается, Мгм. это вот, знаешь, в перспективе, где-то вот ты студент, поотучился, родители, отношение к родителям. И когда ты вот в какой-то момент начинаешь понимать, что, блин, Нажир Маурат намножам, потому что я, блин, до 20, до 21 года ни хрена ничего не сделал Мгм. вообще. Ну, то есть вот родители недовольны, где-то еще и ты это чувствуешь, Аллах тебе это показывает. То есть вот оно, твое сердце, оно чувствует, оно сжимается, и тебе больно становится. И, соответственно, все, человек может быть даже и без опыта, без там, но он приходит к Всевышнему. Мгм. У каждого есть свой Свой путь. уникальный Да, путь. свой путь. Но в итоге, когда ты все-таки, мы же люди, и ты пока, вот ты родился, люди рождаются совершенно одинаковыми. Совершенно. С Ты зайди в равными роддомы, да, возможностями. ну что, кто-то там, я не знаю, сразу рождается гением или Мгм. талантливейшим человеком. Все одинаково рождаются. Все там, условно говоря, 3,5-5 килограммов, 53 Мгм. сантиметра. Все. И, соответственно, пока ты живешь, Мгм. вот у тебя идет, э, пока вот Мгм. «Инна лилляхи ва инна лилляхи роджиун», пока он Мгм. тебя не заберет, он создал нас, Да. пока он тебя не заберет, у тебя есть отрезок жизни. И вот в этот отрезок жизни ты трансформируешь. Мгм. Понимаешь? Человек не может находиться в одном состоянии. Сейчас я улыбаюсь, мы на подкасте, Мгм. вышли, я могу загрустить. Мгм. У меня может состояние поменяться. Соответственно, вокруг что-то поменяется. И вот человек трансформирует. И вот за время этой трансформации мы как раз вот получаем этот кладез и знаний, и опыта, и практики, и затем используем его уже в своей повседневности. А там дальше все. Если у тебя вот здесь все нормально, коннект есть, Коннект есть, да. взаимосвязано, ты как-то вот все разделяешь, понимаешь, все, и ты придешь к Аллаху. Классно. Конечная инстанция– это все равно Создатель. Это говорили и поэты, и литераторы, и все там большие люди, они говорят о том, что конечная инстанция уразумеющего Мгм. человека– это Связь с Всевышним. связь со Создателем, ислам. Какие в вашем понимании, как вы? Осознанность, Да, в моем осознанность. понимании, это вообще понять то, что мы все когда в один прекрасный день умрем. Ну Мгм. или не в прекрасный. То есть не жить так, что как будто ты там вечно. То Мгм. есть смерть это истина, а думать так, что типа вот ты умрешь, и Мгм. все, типа, да, там кто-то там верит в переселение душ или там Мгм. тому подобное, но это все кырткан әңгіме. То есть, ну, не просто так. Не может быть, чтобы человек просто ежедневно просыпался, кушал, смеялся, спал, зарабатывал деньги просто так. То есть к нему есть вот этот путь, он ведет куда-то, и осознание того, то, что мы не вечны, и после нашей жизни, после нашей смерти будет спрос, Мгм. да, вот за это. Вот мне нравятся слова одного человека, это мирская жизнь– это экзамен, Мгм. результат которого мы узнаем после смерти. Мгм. То есть осознавать то, что мы в один прекрасный день уйдем из этой жизни, вот это, ну, для меня осознанность, да, то есть я когда, бывает, теряю контроль, да, там, и тут
кетіп қалған кезде, вот самый мощный лайфхак — это вот задуматься о смерти, о своей смерти, как вот Погребение тебя уже, опускают в могилу, вот эту каврать. сырую могилу. Это и страшно, но это тебя, знаешь, вот так, если даже это Вот, тоқтар. есть же вот чаще вспоминать о смерти, да? Это мощно, это Сразу хороший есің жиғызады. лайфхак, очень дерзкий, очень рабочий. То есть не в негативной форме, не Да. так, типа, вот мен ойбай, мен өліп қаламын бір күні бүйтіп. Олай емес, просто так, мен өліп қаламын, өліп қалсам, өліп қалған кезде, так, подожди, я что-то не то делал, мне надо исправиться. Нет, осылай, осылай. И ты ценишь время, да, ты Мгм. ценишь там маму свою, детей, друзей, вот это все ты ценишь, ты завтра, да, условно, через полчаса мы вот Мгм. не знаем, когда это. Для меня вот осознанность примерно мен солай түсінемін, да. И когда ты вот это понимаешь, ты уже э, каждый шаг свой делаешь аккуратно. Осознанно, Да, там бос аккуратно. уақыт өткізгің Ценишь келмейді, да. каждый миг. Былжыраған там всякие болмайтын нәрсе істегің келмейді, короче. Ты хочешь максимально ко всем этим. Здесь еще есть же такой момент, что вот сразу вспомнил. Вот мы вот сейчас в основном тратим энергию, да? О прошлом, о сожалениях, Мгм, о упущенных возможностях мгм. или о будущем, которого нету там. Якорь закидываем, то, что это хочу, то хочу, то хочу. А здесь сейчас Всевышний тебе дает ризк, баракат. Но ты здесь ее не ценишь. Тебе там Мгм, интересно, что в будущем, либо мгм, тебе интересно, что в прошлом, что ты мгм. потерял. А то, что вот мне вот инсайт пришел, то, что вот я думаю о смерти, например, да, и я такой начинаю ценить каждый момент своей жизни. Мгм. Отношения с родителями, отношения с семьей, да. И Здесь, каждый момент здесь и вы сейчас. наполняете здесь сейчас вот этой вот благодарностью, любовью. Тут Вот классный сол лайфхак. жағы. Ой, прям. Расход, ты любишь путешествовать? Ну да, я думаю, все любят путешествовать. Я вообще люблю дорогу, путь люблю. Я люблю в машине ехать, я Мгм. люблю ехать в поезде, я люблю летать на самолете. Өскеменге последний раз соңғы рет машинамен қашан бардың? Сұрасаң, Я иә? летом туда ездил, и дорога там еще за Шаралом плохая же там. Но все равно бір несі бар андай. Романтикасы бар, Мгм. какой-то вайб такой. Ты там, Выгружаешься, да? да, ты все равно ты размышляешь, познаешь, и то, что Всевышний же приказал нам путешествовать, Мгм. да, познавать мир, смотреть на то, что создал Людей, Всевышний. народности, культуры, да. И тем более, будучи мужчиной, мужчина, он как бы он не домашний, он не, Мгм. не домашний кот, не питомец, он лев. В нашем случае көкбөрі, қасқыр, который постоянно там Жолда. жолда Азығы жолда. азық іздеп жүр, там м, көмектеседі, да, условно, Ну, кто как плюс чем-то может. вот у нас есть же вот истории, то, что у меня даже есть знакомые, кто вот часто выезжает за город на 40 километров или 50 километров определенный, считается как путь. И жолда жасалған дұға қабыл болады. Кстати, Соответственно. да, типа, И часто хочешь вот люди там с путешествуют. Капчига съезди и по пути чук-чук дуасы. И есть Да-да-да, есть такое, то, такое, да. что вот, когда мы удивляемся, говорит, мы заряжаемся энергией. А удивляемся к М, чему? Величию Аллаха. Ты смотришь на гору, машаллах, типа, как Аллах создал это. Посмотрел новую страну, там, новую культуру людей. Машаллах, как Аллах это создал, да? Ты, путешествуя, ты познаешь Всевышнего с новой стороны, познаешь его величие, познаешь его милосердие. И каждую культуру видишь людей, их традиции, их отношения. И ты такой думаешь, машаллах, да? Ну и кругозорың өседі Да. ғой. Я вот, допустим, когда енді ауылдың баласымын ғой, для меня, енді у нас был районный центр, но это для меня это был всем миром. Он таким огромным мне казался, когда я был маленький. Серьезно, типа, Мгм. там от одного конца туда, там, такой огромный, там, типа, я всегда там на какую-то улицу заходил, вау, оказывается, здесь вот такой есть. Потом я, короче, на учебу в Усть-Каменогорск поступил, там жил, вот, Усть-Каменогорск, капец, типа, Мгм. мегаполис, короче, там, огромный город. Оттуда уехал Алматыға. Алматы вообще сумасшедший, короче, былай. Потом шетелге шықтым, короче. Шетелде, ну, Алматы кішкентай, да, условно. И сейчас, вот, то есть, сен ел көріп, жер көрген сайын, сен реально кругозорың өзгереді. Ты можешь много новых идей себе, да, көруге. А, здесь, оказывается, вот так делать, мына жақта былай. Можно у нас в Казахстане так сделать, условно. И среди всех путешествий Умра, Мекка, Самый Медина — лучший. это вот для души ғой, здесь Успокоение ғой, да. сердца. Потому что біз вот сейчас вот біз қанша практикующий болсақ та, мы слабые же, мы қазір иманымыз жақсы, потом әлсірейді, былай-былай жүреміз ғой. И сол кезде андай, чтобы подпитаться,
тренажеркаға барамыз ғой, форма жинауға. Мгм. Сол жаққа барып, вот действительно, ты душу наполняешь. Даже если заметили, когда сумры приезжают же, Мгм. у них такой этот нур, Светится, да, да. они, о, прожектор болып келеді ғой, түрлері, Ага. такие. Спокойнейше, сабыр, да, неде, ну, от них такая энергетика прет, и вот иногда я сейчас очень сильно тоскую. Я Да. 1,5 года или 2 года уже прошло, меня не было, не ездил. Я очень сильно сейчас хочу, очень прошу, чтобы я туда съездил. С мамой хочу, потому что действительно мен мамам әлі болған жоқ. И енді чем наши родители, как и мы все, с каждым днем мы ближе к смерти. И пока еще аман и всем Красиво. хочется, да, маму туда повезти, чтобы 3 рет апарсақ та қарызын ақтай алмаймыз, Мгм. но вот один раз барып с мамой сделать таваф, там походить, вот дұға прям очень сильно. Это как бы мечта. Вот. Я прям мысленно это представил, и вообще классно зарядили. Ну, ты знаешь, как мы снимали фильм «Казахи в Саудии» Ага, длительный, ага. и там разогнали такую вот мысль. Но это на самом деле истина, это вот такие есть. Есть выражение же «увидеть Париж и умереть», Я- а у нас мы вот так вот сделали «увидеть Мекку, Кабу и заново родиться». Мгм. Вообще классно. То есть, соответственно, скорее всего, вот человек едет даже не на хадж, на малую умру, да, как будто бы он заново рождается оттуда, вот приезжает, знаешь, с чувством такой вот полной удовлетворенности. Потому что на самом деле путешествовать это одно, когда ты Мгм. познаешь культуру, обычаи, традиции, а путешествие в поклонении, в состоянии поклонений, ну это, наверное, совсем другое. Когда как ты вылетаешь, говоришь, лаббейк Аллахума лаббейк ла шарика лака лаббейк. Вот я перед тобой, о субхану ва тааля. Ты представь просто вот насколько ты придаешь, нужно здесь придать значимость тому, что ты летишь в святыню мусульман, представь. Возможно, сколько людей не могут туда попасть, а ты вот тот единственный перед Создателем, да, что летишь Аллах туда. выбрал тебя, Да. зовет в гости. Да, и, соответственно, когда ты... это же как фильтр, это же метод очищения. Аллах Субхану Тааля тебя же очищает паломничеством. Вот ты попал в Мекку, есть испытания у каждого, разные Мгм. испытания там. Мгм. Біреу анау мынау біреуге Слабый айғайлады, жерлер. таксист бүйтті, анау сөйтті, мынау істеді. У каждого есть свой уровень испытаний. И, соответственно, Аллах Субхану Тааля это тоже как фильтр очищения тебя, чтобы ты усмирил свой нафс, чтобы ты посмотрел вокруг и увидел, и, оказывается, тут такие еще люди есть. Ну, они делают умру, прилетают. Хотя Мгм. там столько бедных стран в Саудии, да, к примеру. И, соответственно, каждый твой обряд– это метод очищения. Аллах Субхану Тааля очищает тебя, приближает к себе. Просто вот, наверное, делает тебя лучше. Наверное, вот делает просто тебя лучше. И ты с каждым разом, знаете, делая умру или совершая хадж, ну, хадж– это вообще отдельная тема, Мгм. совершая умру, ты вот чувствуешь, как потихоньку ты Мгм. легче становишься, знаешь, И к легче, концу, к легче. концу вот И к это. концу тебя Ты же уезжать не хочешь оттуда. Да. все у тебя, да, ты прям настолько болдого, то есть как будто бы вот Аллах Таала стирает твои грехи. Вот знаешь, столько ты здесь накосячил, вроде сделал, и он с тебя вот это все. Знаете Сколько что? людей, которые намаз не читают, прилетая на умру, Я вот начинают совершать намаз. Вот, начал пожалуйста, намаз. да, Прямой же. да, И плюс пример. знаете что? Я вот когда поехал туда, я познакомился искренним самим собой. Когда мы здесь, в быту, бытовыми делами, там, дуней, мы скрываем это. А когда ты там перед ним, ты стоишь на намазе, тебе приходят разные мысли, какие-то инсайды, какие-то озарения, и такой думаешь, Аллах, оказывается, вот это вот здесь я так, оказывается, я вот здесь намерение было такое, оказывается, я вот так сделал, оказывается, я вот здесь осудил Мгм. кого-то, либо здесь я что-то обесценил, где-то я так неправильно подумал, и ты говоришь, Всевышний Аллах, я признаю перед тобой, что я никто, типа, я твой раб, и я не в силе изменить. Дай мне Мгм. вот это вот возможность изменить. И вот после намаза ты такое очищение, и вот эта вот легкость, бодрость, и реально это место очищения. Ну, то, что есть же, да, то, что именно вот после как шаш алған соң, ты Все, как все младенец, грехи. короче, Да, да. Ну, кроме долгов, да? Кроме долгов. И вот я сейчас вспомнил, как мне было, когда я делал прощальный таваф, Мгм. мы, короче, после танг намаза, у нас автобус, и этот, когда последний раз вот так на Кабу смотришь, вот так,
И қарайсың, и кеткің келмейді, и ты не знаешь, когда ты еще раз туда вернешься, и ты такой снова уходишь, и опять смотришь, и застываешь андай. Жылағың келеді да. Я өзімен өзі көңілің босап, хотя вот енді Алла Тағала солай так сотворил, что именно вот это священное место, это любовь, она вот такая вот с первого взгляда, вот всем Да. действительно искренне, вот там, это не человек там, да, там, а Это вот сол что-то жерге большое, что-то сен необъяснимое. просто вот қарайсың да, и ты не хочешь отсюда уезжать. И, кстати, лайфхак, я, короче, когда только туда приехал, мне сказали, сделай дуа за то, чтобы ты не уставал, чтобы у тебя было много сил и энергии. Я такой, окей, ну Мгм. раз сказали, давай, короче. Я тебе в мечети пророк сам делаю дуа, чтобы у меня было сил, много энергии, не уставал. Машаллах. И Ага. там, вы знаете же, да, в день, Ага. там 25-30 тысяч шагов делаешь, короче. Мгм. В тапочках там, да. Жүре бересің. И вообще, представляешь, короче, я спал 2 часа, 3 часа, короче, и там мечеть, тахаджуд, туда-сюда, короче, я максимально старался там быть. И потом, когда уже мы обратно летели, и уже в аэропорт у меня, прикинь, короче, аяқтар, капец, короче, колени Там не начали. уставал, а потом, Там да, вообще когда? не уставал. То есть Всевышний принял мои дуа. И после этого у меня прям колени, ноги, прям, я вот прям вот так мог сидеть, и ала берем. То есть усталость потом только была. А У меня, Раки вот. у меня вот момент Ага. тоже расскажу. Ага. В 2016 году мы на хадж летали Мгм. с телеканалом. Мгм. И вот нас отправило Министерство культуры и информации, РК. И мы улетели. Но до того, как улететь, у меня здесь за день, за два у меня началась гнойная ангина. Э, Прям, это не просто ты покашлял, и Мгм. красные гланды там, да, танзелит. Прям гной отсюда. Гной, а отсюда, вот со всех сторон твои гланды, они белые, такой налет, вот такой опухший, глотать не можешь, ни воду пить не можешь. Соответственно, что у тебя? Температура, озноб, вот это все, представляете, состояние. И мне так просто говорят, ну что ты, не летишь на хадж? Я такой, знаете, весь вот как-то чуть собрался, говорю, нет, я полечу. Хотя так вот очень плохо. Я вот старался не показать этой вот всего боли, всё. И я говорю, нет, полечу. Хотя ты не знаешь, что там может произойти вообще по пути. Особенно улетаем на хадж, прилетаем. И первое, что, потому что мы с министерства летели, нас встречает их министерство. И первое, что я замечал, Аллах, вот меня просто вот так вот, мой настроение, эмоциональный тон так поднял, нас встречает, короче, культура информации Саудовской Аравии. Делегация целая. Шейхи, да, там, Шейхи, да. там все паломники, одна, ну, у нас красная дорожка примерно, плюс-минус права. И ты идешь, тебя отдельно в Сабырбаны. И я, уже так раз тон меняется. И это впервые моя первая Гной, умра, мой все, первый короче, хадж, да, там находили. все в одном. И мы хадж Таматту делали, и приезжаем, и мы легли, в гостинице были, потом раз мы на обед, я уже не помню точно, очень долгое время прошло, пошли таваф делать, ну, умру. И вот в этот момент умру сделали, пошли, зам-зам попили, все как полагается, все, потом что-то зам-зам мне понравился, холодный, я его давай, и пью, и пью, и пью, и пью. Потом приезжаем в гостиницу, ұйықтаймыз, уже шаршап, кешке матында келдік, потом на фаджр встаем, фаджрда біз, по-моему, в отеле прочитали, ну, как-то на Зухр, то ли, обратно попали. И вот, считай, за сутки, мычак-мычак, все. Никакой гнойной ангины. Вот. Никакой гнойной ангины. Это ж ты аузыңды ашасың, тіліңді нетіп қарайсың. Все вот Все по воле Аллаха, да? как надо, да, прям Все-таки, такое. Раки, вот вы же в Медине же были, и в Мекке были. Заметили энергетику города? В Мекке ты такой вот Каба, о поклонении думаешь. В Медине какое-то вот спокойствие. Спокойствие души, вот это Медина вот. вообще Чувствуешь вот это вот. это Как, говорят же, как умиротворение. умиротворение и мне да, как на русском правильно будет? Мне из пророка. Пайгамбарды мінезінде. Мінезінде это же нрав. Да, как нрав пророк. Там, спокойствие, вот это. Заметили вот разницу двух Там городов? Мекку, Мекка, да, Медину? Мекка такая, там движевая, там, то есть там движ, вот это паломники, все это все как бы там все суета, да, андай бар. В Медине вроде бы тоже людей много, но при этом очень Другая спокойно. энергия. И И вот в на Мекке улицах, я не смог заплакать, и в представляете? Возле, мечети. когда вот идешь,
возле пророка, зиярат етесің ғой. Идешь, Идешь, и у меня көңіл само босады ма? по себе там слезы льются. И я такой думаю, он же человек, он же за свою уму просил, за нас просил. Там, не знаю, какое-то осознание приходит, и такой слезы покатились, короче. Я вообще в шоке был. У вас какие ощущения были? Какие эмоции были в Медине? У меня в рауде были ощущения такие мощные. Да. Я изначально, я же говорил, что особо не был подготовлен вообще в начале бізге көп айтпады, да. И именно там, в рауте, когда мы сидели, Мгм. ждали очереди, нам объяснили, что такое раут. Это кусочек рая на земле. Это вот ослай, Сад, да, здесь, кусочек. да. Ну там Манбери и И Зияр. я Райского такой, сада. короче, как начал вот за это читать, смотреть, и я такой, ё-моё, короче. И прикинь, мы зашли туда, получается, там уже по очереди заходишь, ждешь, сидишь, потом твоя очередь доходит, и я на неге кіресің, и там 2 раката совершаешь, и сол кезде, короче, сождеде у меня такие, не знаю, у меня, короче, сердце мое как будто хотело выскочить из меня. Я не знаю, почему, короче, я так был, для меня это было волнительно. И при этом, короче, мне надо эмоционально былай көтерілдім ғой, короче. То есть рауда в Медине, рауда это для маған қатты не болды. И то, что именно здесь пророк саллаллаху Абу Бакр, да, енді мына жақта вот не все здесь были, то, что это кусочек рая на земле деген нәрсе мені прям қанаттандырып, вот я даже испугался, я думал, я сейчас умру там. Потому что я вот в сажде вот так жатырмын, и колотит, как будто прям жүрегім вот так по телу бүйтіп бір айналып ұшып кететіндей болды, короче. Сильно, вот самые эмоциональные, сильные ощущения были там, в Да. рауте. Ну, наверное, Я, может, со временем потом как-то э, с пережитым, наверное, Мекка. Вот. Медина, она лучезарная, да, там, конечно, да, пророк, там, алейхиссалату вассалям, там так спокойно, вообще люди даже немножко другие, там, знаете, такие на вайбе все такие спокойно вечером вышли, кофе попили, да, там и да, так да, далее, да, да. такие больше молодежи. А здесь вот именно эпицентр, Кааба, это Мекка, безусловно, потому что, ну, каждый может свое, и ты понимаешь награды 100 тысяч. 100 тысяч. Вот ты, понимая, что ты вот сейчас вознамерился, ради Аллаха делаешь умру или хадж, и вот ты в Мекке, и каждое твое, ты не хочешь пропускать ни тахаджудов, ни намазов, ничего, потому что ты понимаешь, что на территории харама твой намаз в 100 тысяч плюс. Тадан бонус. Серьезно? Каспийга или... А тут плюс 100 тысяч. Ты представь, один ракат твой. 100 тысяч. Это Сколько ты там можешь совершить ракатов? То есть от вот этой вот мысли, наверное, не как атмосферность. Ну, конечно, атмосферность тоже там, я бы не сказал, что Нет, как-то там, да, вайбово. вайб Да. другой Да. имеется в Другой. виду, да. И, ну, вот именно если по части брать поклонений, вот этих вот наград, то Савабов, что как да. будто бы, да, ты вот, знаешь, побольше. Я даже на экскурсию не поехал. Там, Самостоятельно. да, вот Хира туда. Ага. кеткен кезде я Я. такой посчитал, они после беса намаза должны быть. Я такой, так, подожди, бесен, типа, мы не Участвовали. будем, что ли? Не-не, ребят, типа, в следующий раз, короче, потому что вот эти 100 тысяч савабов деген вообще, то есть там вот именно чтение Корана, вот каждый там, в каждое движение старались. И при этом еще, когда я узнал, что и грехи, извини меня, 100 тысяч раз тоже. Да. То- Ну, то, что если ты, да, в Да, принципе, да. то есть там Если ты делаешь, да. максимально вот... Ну, это то место, это те места, где ты вот поклонение максимально. Вот. Сен даже ойламайсың, көп нәрсе етпейсің, сен максимально құлшылық жасайсың. Просто вот ты, если вот это связывать, как переселение было пророка, алейхиссалату вассалям, в Медину, когда он при Кубага остановился, и там тоже Медина, она же лучезарная, и ты понимаешь, где он остановился, как это все было, первый кирпичик, потом как он сюда переехал, с Аишей, ради Аллаху анху, ну, вот это все, это тоже, конечно, прям такое твое воображение возбуждает, твой иманыңды көтерет, и, соответственно, даже пребывание в мечети пророка, саллиллаху алейхиссалям, там рядом Абу Бакр, Умар, да, оно вот как-то тебя тоже по-своему трогает. Это трогательный момент такой, знаешь. Рауда вообще, я в Рауде ныл, я не знаю, ныл, ну, и меня, знаешь, я вот прошу, и меня все обходят, охранники, все, я в сажде лежу, и все, вот тупо лежу, Никто не и меня трогает. никто
никто не трогает, правда, никто не трогает, я просто, у меня уже там, наверное, вот так подумал, уже вот это все, ну, меня ручейки, ну, меня никто, короче, Хотя не там очень трогает. дерзкие охранники. Очень Хаджи, дерзкие. ялла! Ялла, хаджи, да, хаджи, вот так вот тебя, Обычно это так. приподнимись. Мусульман много кто приходит, и там все должны зайти, Там, из-за этого всех там выгоняют. А в вашем случае никто не Да, трогает. да, и, соответственно, вот эти вот побольше делать, да, зикров, салаватов пророку, Мгм. алейхиссалату вассалям. Там такие есть, вот если открыть даже те же самые хадисы, фих, открыть, там столько дуа, столько салаватов есть, которые ты, на самом деле, может, здесь не делаешь. Аллахумма салли мы делаем на намазе, а есть еще дополнительно Мгм. сколько салаватов пророку. А, И вот Омар, там Осман, Абу Бакр, да, например, ради Аллаху Анху, вот какие были личности и завоеватели. Блин, это в перспективе те люди, которые, ну, вот просто оставили нам Мгм. этот кладез. Не Да. только знаний, но и вот, наверное, таухида. Плюс что классно было, вот, например, мы же когда к Мекку летим, мы же говорим лябайк Аллахума лябайк, да? А с Мекки, когда в Медину ехали, мы там салават, представляете, там 6 часов или 7 часов мы ездили, и такой все на автомате, салават, салават. Вообще А как, чудесно. как думаете, что я вот сначала в Медине был, потом в Мгм. Мекке. Мне показалось, что так лучше, потому что в Медине, вот, ну, когда ты в первый Мгм. раз, ты такой готовишься, что ли, уже там У нас тренировка именно к наоборот было. основному поклонению. Ага. А кто-то говорит наоборот, что сначала вот в Мекке ты вот максимально поклоняться, а потом в Медине чуть-чуть так расслабился. Ну, наверное, по воле Аллаха, кажется. Вот, Нет, у то меня есть, наоборот типа, получилось. как Как лучше, лучше, типа? да. Все задают этот Ну, это вопрос, Я ни Аллах знает. разу не был сначала в Медине, потом в Мекке. да? Я сразу в Мекке, потом в Медине. Да. У меня вот с Медини, я вот там для меня вот там была как тренировка такая. Мгм. К основному, вот тому, что я вот съеду совершить умру, я там максимально дайндалп, я там уже типа как потренировался, и там я уже такой готовый был, короче, гоу. Мгм. А вы, наоборот, лябайка на это автобусмен Ну, такой, все по короче. воле Аллаха, значит, вообще. Да? У Потом вот кого-то такой все-таки, маршрут, да, кого-то если такой. вы летите на Умру или на хадж через Казах Travel, прикинь, реклама Ага. кеттім. На самом деле, Да, здесь не надежная реклама, компания, да. главное, чтобы был интересен подкаст или тематика. Вот, соответственно, не то чтобы реклама. Конечно, мы благодарим Казах Travel и Ну, вообще сейчас вот вот так. Это все платформу не реклама, но мы благодарим Казах Travel. Типа, именно Казах здесь, Travel. короче, да. А дальше уже спокойный тон, да. Ну и, соответственно, благодарим, что позволяют, дают вот такую площадку, платформу для того, чтобы мы могли вот объединиться, да, в хорошей теме и как бы, знаете, вот донести, возможно, до нашего народа, до людей. А, М. Рахмет, Я благодарим. бы еще добавил то, что вообще Худайга шукр, что мы хоть каждую неделю, каждый месяц можем туда лететь. Да, А Акшан есть машаллах, группа? страны, вообще. есть Акшан страны. группа? Худайга шукр, Жете мы? Казах Travel Бар. Тема, прикинь, да? Этот, Тема. а есть же страны, которые там ждут годами, оказывается, да? Филиппины, Малайзия. Да-да-да, у них там десятки лет кто есть, ждет. Очередь у него, да? То есть, Слышал. прикинь, а у нас, Худайга шукр, вот я Нету очень такого. рад. Спокойно можно, да. Каждый месяц жағдайым бар ма? Осы Барып береке кел. И ғой. раке, сяке. Алла беріп тұрған береке. Даже без денег, да? Попросили, дуа сделали. Ну, И это по как воле бы... Аллаха мы там И ты оказались, тоже да? как бы, да, получается? А, И Министерство еще, извини меня. что хочется сказать, то, что каждый, кто сейчас смотрит этот подкаст, сделайте искренние дуа. По воле Всевышнего Аллаха, возможно, вы там окажетесь. На самом деле. Конечно. Величие Аллаха. Милосердие Аллаха. Сильно хотели. Мы вот очень много поговорили о хадже, об умре, поблагодарили всех, и Казах Travel. И, ну, тем не менее, есть же у каждого своя профессия по жизни. Мгм. Че, как тебе вообще нравится своя профессия? Ты как рыба в воде или все-таки ты это делаешь, Я знаешь? как крокодил водить. Брат, конечно. Крокодил, это да, ну все понятно. Ну, Всевышний же Вопрос всем исчерпан. дает же способности свои. И Аллах шкур, я думаю, что именно это, ну, это мое, я кайфую. И сейчас что классно, вот именно творчество мы используем в бизнесе. Мгм. Это вот и сценарная тема, и актерская тема. Это все помогает, дает плоды. И опять же, ну это Аллах шкур, да, то есть Всевышний, он тебя может так принести такими путями. Вот типа мы думаем, вот я пошел на тренинг, там, я Мгм. там это сделал, я там Мгм. обучу, все, только за счет этого.
Мгм. А по воле Всевышнего ты пошел на этот тренинг. По воле Всевышнего ты устраивал Все работу. поволял. Оно все так как будто случайно все случается. Но именно когда ты по своим өзіңнің қабілетіңмен находишь профессию, это вообще круто. Ну, скажем, вот нет твоей профессии, вот ты как-то попал в какую-то ситуацию, чем будешь заниматься? Чем я буду заниматься? Типа, условно, если я сейчас... Тупо сценария, актерства, ничего нету, ни рекламы, ни Mobile Republic. Вот что ты будешь делать? Ну, условно, где бы я мог оказаться, так скажи? Ну, вот Где просто не нужна реклама? где- Не может быть такого, да? Не, ну ты там Наверное, максимально вот творческий. инфобизнес, может быть, занимались, обучали бы. У Не, вас я же вот классно себя получается. представил просто себе, как Сергей когда сказал, типа, это там нигер. То есть это тебя Где вы, пугает? кстати, били? Да, это тебя Нигер. пугает, если ты, знаешь, лишишься вот того, Лишишься что сейчас. всего Да, вообще. и Вот тебя это сейчас, вот пугает? какой вопрос, да, прям жесткий. Не знаю даже, Сильный как вопрос, ответить, да? да. Я просто примерно представил, что сейчас я там в Нигере, где вы были, да, помнишь? В том жағдайда. Ну, я, ну, Құдайға шүкір, то, что здесь, вот кто я и чем я занимаюсь, Құдайға шүкір. А если бы я там оказался, да, ну, я думаю, что как бы Всевышний меня бы не оставил бы. Тут Мгм. бірдеңе Да. істеуші. Правильно, Тем классно более. ответ. Сен ол ренжіме, бірақ айт. Білесің ғой. Ребят, кстати, давайте познакомимся. Меня зовут Жанибек Аль-Тарази, пиар-директор компании Казах Travel. Вы, наверное, думаете, вот мы рекламируем Казах Travel. На самом деле так и есть, но это во втором плане. Основной наш месседж — быть полезным для вас, полезным быть для общества. И вот мы организовали такую площадку, чтобы с каждым разом мы будем приглашать крутых экспертов, лучших в своем деле, которые будут делиться своими инсайдами, жизненными опытами, которые могут поменять вашу жизнь. Где-то вы сэкономите в жизненном отрезке опыт, где-то получите знания нужные, и благодаря этому вы станете быстрее, там, дойдете до успеха, да, где-то вы быстрее придете к исламу, да, найдете истину. Наша самая основная задача — это быть полезным обществу, служим миру. Спасибо за этот подкаст. Спасибо нашему ведущему Секе. Мгм. Раке, Ну, вам спасибо Жанбек большое. все мои слова выдернул. Что за меня сказал? Чё, ты просто в конце надо кивнуть. 89-ші Вот маршрут келмек кетті. так. Кивнуть, да, вот так, рахметчиктер. Иә. Ну, на самом деле, да, все гениально и просто. Мы здесь ничего не наворачиваем, не накручиваем, не закручиваем никаких И гаек. самое главное, ешкімге ақыл үйретіп отырған жоқпыз. Абсолютно, Вообще, да. Да. вообще, Вы если даже не вдруг там подумайте, да. случайно как-то так получилось, что или так показалось, Мы делимся извиняемся, просто да. вот своим мнением, пережитым, ну и все. И, соответственно, конечно, благодарим платформу Казах Travel. Сегодня был отличный подкаст. Ну, прикольно, да, мне понравилось. Расул. Берекелі болсын, жігіттер, Да. иә, осындай Расул, подкасттар. ну, на самом деле, досым ғой менің. Не так-то, родной вроде. Брачком ғой мен, брачком. Тоже, да, всегда безотказно. И сейчас вот, кстати, вы его увидите еще на широких экранах. Кстати, кинотеатрах. 4 октября фильм «Тимучин», да? У, Аккуратная реклама. Тимучин. Я, пожалуйста, келіңіздер. И рахмет саған, Рахметчиктер. что максимально сегодня были полезными. Ассалауму алейкум. Рад Берекелі знакомиться. болсын, взаимно. Рахмет. Жақсы.